героизм был намного больше. Я горжусь, что я его родственник, вот дальний родственник. Я горжусь, что я открыл глаза в том поселке, где назывался его имя. Не знали Герматюк в Азербайджане, как Герматюка знали, как совхоз имена Азерслана. Я горжусь, что я учился в этой школе, которая до сих пор несет его. Дважды героя, дважды генерал-майор Азерслан. Прошу прощения. Правильно уточнил генерал-полковник, что везде у него одна звезда. Еще раз прошу прощения за волнение, может я неграмотная речь у меня будет, но смысл будет понятным. Но в школе, где вот имени несет Азерслан, там две звезды. И вот у нас возле школы. Я сам так был рад, я давно в России, в 2010 году, специально поехал к столетию Азерсланова. Я увидел, когда это память, и мне так было хорошо. Да. Ну, я с детства его фанат. С детства его фанат, потому что когда в 4 или 5 классе я был еще пионером, да, комсомол, ну, 4 или 5 класс, когда мы пошли в дом-музей Азерсланова, когда я смотрел вот этот китель, раненый, звезда, я заплакал. Все вот в группе, сколько были люди, все смеялись. Но учитель истории подошел, говорит: что ты чувствуешь, почему ты плачешь? Я сказал, он должен был жить. Правильно сказал многоуважаемый, забыл как имени. Это был трагический смерть и загадочная смерть. Не будем уходить в политику, политика это, сами знаете, грязное дело. Мы творческие люди, мы будем относиться к этому творчески. Я рад, что его семье до сей день продолжается генеральский. Сын был генерал-майором, внук генерал-майор, который несет его имени, тоже Азерсланов. Я рад этому. Правильно подчеркнул, еще раз повторюсь, уважаемый генерал-полковник, он был дважды героем Советского Союза, 2 ордена Ленина, ордена боевых красных, ордена боевых красных знамений, орден Суворова 2 степени, орден Александра Невского, орден Красной Звезды, орден Отечества военной 1 степени, за отвагу, медаль за оборону Москвы, медаль за оборону Кавказа, медаль за оборону Сталинграда. Представляете? 34 года не удалось. Легендарный полководец. Легендарный полководец, я бы сказал, взять на себя ответственность 20 века. Здесь говорили о его сражении в Сталинграде. Да, было ужасное сражение. До этого времен были сражения, но это было самое ужасающее сражение, когда Паулс каждый час докладывал Берлин. Каждый час докладывал Берлин, что, чего. А последний его доклад был таким: у русских есть черный тигр. У нас с ним не получается. Это был гордость, это был наш гордость. Я благодарю, еще забыл, еще маршал Советской армии Еременко говорил, это никому еще, по-моему, не говорил, даже полковник, вы, может, подтвердите, что Ази Агадолу Асланов, гвардии генерал-майор, дважды герой Советского Союза, был танковым, Суворовым танковых войск. Еще никого не назвали Суворовым танковых войск. Вот ему
еще. Он дважды был героем Советского Союза, да, но я мог бы ему 5 раз сказать. Да, вечный герой. Вечный герой Советского Союза. Понимаете? Потому что героизма столько у человека бывает за одну бой или за одну... Ну, этого человека вечно. Ну, как с 13 лет он остался без отца, да? Он пошел в кирпичный завод работать. Разве это не героизм, кормить свою семью в 13 лет? Не менее легендарный Мехмандар, да, в фильме показали, да? Говорит, с ним разговаривает, да, чувствует, говорит, в этом ребенке что-то есть. А он в душе хотел быть генералом, он стал генералом. У каждого человека, каждый человек должен себя считать структурой вечности. Каждому заложено это. Ген, но не каждый этого может открывать. Этот человек был структурой вечности, потому что он вечно с нами, вечно сейчас живет. Он не умер. Понимаете? Структура вечности не каждому удается. Он любил всех подряд. Он любил жизнь. Любил друзей. Чтил все национальности. Как вы здесь правильно сказали, там были и русские, и узбеки, все. Он ко всем относился одинаково. Он не ставил различения. Кто есть кто. Понимаете? Один из боев, у него вообще танк не остался. Потому что потом крупинки собрали опять в полк. Я уже сейчас 21 век, каждый может узнать, я просто говорю свои эмоции, свои воспоминания. Каждый человек может сейчас зайти в интернет, просто написать Азия Асланов, там все, история, там все, что про него. Вот наш односельчанин, Ядулла Исмаилов, он в мотострелковом полку служил. Вот как раз, когда вот у него ничего не оставалось, вот случайно они встретились, два земляка. Представляете, да? Вот он, я был маленьким, он рассказывал про него. Как он плакал, когда у него один солдат умирал. Как он переживал за все. Он 7 или 8 месяцев вместе с ним воевали. Как они переживали. Представляете? Вот я еще хочу поблагодарить еще одного человека. Вы, присутствующие, может, не знаете его, но поколение, советское поколение может знать его. Муса Багирова. Замечательного режиссера нашего. Замечательного человека. Журналиста. Который не только я, весь талушский народ, советский народ, азербайджанский народ. И все народы мира должны быть благодарны этому человеку, что он отыскал второго вот, звезду. В 1985 году он поехал и отыскал, потому что ему надо было снять фильм, ему надо было много информации. Он увидел, что это был в 1944 году, генерал Чернигорский представил его награде за освобождение Беларуси. По-моему, Вильвек, что ли, город. Он представил его вторую звезду, награду второй звезды. 47 лет! Непонятно, по каким причинам. Никто не взял на себя ответственность, сказать, почему растерялся, почему потерялся эта звезда. До сей день. Понимаете? 47 лет прошел. В 1991 году, когда Муса Багиров в этих искал, нашел, и в 1991 году посмертно, но наградили Азия Асланова. Я так думаю, уважаемые гости, в той войне все были героями. Все были героями. Павшие, воевавшие, как сказали в тылу, которые были, все были героями. В самом деле, кто боролся с фашизмом, все были героями. Но он, наш Хази, был дважды герой. 8 ранений у него, 8 раз ранений у него было. У него был контужен. Его отправляли на Азербайджан, чтобы наркоман, наркоме был начальник наркома, что ли. Он отказался, сказал, я боевой генерал, я буду воевать, умирать буду в бою.
Я хочу, утром, когда шел сюда,